В прошлый раз я немного рассказал про индивидуальность и становление индивидуальности в Европе, в европейской цивилизации. Я, конечно, не все рассказал. Если есть интерес к этой части темы этого курса, то вы можете посмотреть некоторые материалы текстовые мои, в частности, лекцию, от которой сохранилась стенограмма, лекция, прочитанная в Томске в 98 году, в 97 году. Там было 3 лекции, посвященных индивидуальности, которые я читал, но одна из них, по крайней мере, сохранилась, и там более подробно про историю становления индивидуальности в европейской цивилизации. Еще есть некоторые материалы у меня в ЖЖ и на сайтах Летучего университета, Methodology By и так далее. Но индивидуальность – это только часть темы, потому что весь курс я называл «Индивидуальность и мышление». И вот сегодня я немного поговорю про мышление с тем, чтобы дальше уже разбираться в связке этих 2 основных категорий для этого курса. Так или иначе, мышление многими авторами, многими философами связывалось или рассматривалось в связке с индивидуальностью или с историческим становлением современного человека. Современного человека, когда мы говорим про современного человека, нужно понимать, что человек не всегда был таким, каким он является сегодня. Ну вот я уже в первой лекции упоминал о таком явлении, как рабство в истории человечества. И в этом смысле очень продвинутые люди древности, римляне, они нашли очень хорошую категорию для обозначения раба и рабства. Говорящее орудие. То есть представитель биологического вида, такого же, как и свободные люди, тем не менее мог не считаться человеком, и по отношению к нему не выполнялись человеческие законы, человеческие нормы. Ну, скажем, раба можно было продать, раба можно было убить, покалечить и так далее. Нельзя сказать, что если раба убить, то это не влекло за собой никакого наказания или никакого осуждения со стороны общества. Наказание могло быть, но это наказание, предусмотренное за убийство раба, например, предполагало, что убийство раба наносило материальный ущерб его владельцу. Поэтому убивший раба человек был обязан выплатить сумму, покрывающую этот ущерб хозяину раба. То есть раб по-прежнему даже вот в этом месте рассматривался как материальная собственность, на которую не распространяются законы морали там, или еще что-нибудь, а только имущественные какие-то законы. Ну, примерно так же, как долгое время относились к домашним животным. Животное животным. На охоте вы могли убить лося, там, не знаю, медведя или еще кого-нибудь в диком лесу. И это была ваша добыча. Но если вы убили корову,
то за корову надо платить тому, кому она принадлежала. И это означало, что часть представителей вида Homo sapiens людьми не считалась. Можем ли мы себе такое представить сегодня? Практически нет. Но понимаем ли мы, в какой момент истории все люди стали людьми? Да, Саш, что такое? А как же дегуманизация, социальный расизм, язык войны, эти же явления не остаются. И все равно Пересядь, пожалуйста, даже в нашей стране можно найти группы людей, которые друг друга людьми-то не считают. Ну и что? Это возражение или как? Это вопрос скорее. Говорить, что невозможно представить, но тем не менее вот эти вещи не существуют. Существуют. Так до сих пор существуют племена, живущие в первобытно-общинном строе. Да. Я же говорю про современного человека. То есть просто в современности это вне нормы. Вот не так это просто, да, вот, наверное. Я попробую дальше порассуждать про это, да, потом, может быть, если у тебя будут возражения или вопросы, попробуем обсудить. Так вот, представление о том, что любой представитель рода человеческого является человеком, и по отношению к нему действуют все моральные, правовые, человеческие нормы, это достояние цивилизации достаточно позднего времени. Накануне английской революции, которую иногда называют второй или первой даже буржуазной революцией в Европе, это 17 век, в английском обществе ходила такая поговорка или формула, да, что когда Адам пахал, а Ева пряла, кто тогда был джентльменом? Слово «джентльмен» в этой поговорке не должно нас вводить в заблуждение. Речь шла именно о полноправном человеке. То есть человек, не владевший собственностью, не входивший в то, что можно было бы назвать, наверное, с оговорками гражданским обществом на тот момент, тоже не рассматривался как полноправный человек. И вот борьба за равноправие и равенство людей, она проходила вот именно под этим лозунгом. То есть Адам и Ева, как первые люди, когда еще не было дворянства, аристократии, государства и так далее, считающиеся прародителями всех людей, были, в общем, равны между собой. И, соответственно, все их потомки должны быть тоже равны между собой. И это отрицало феодальное средневековое представление о людях, метафорически говоря, голубой крови. О людях, которые имеют особую генеалогию и тем самым отличаются от всех других людей. Вот примерно к этому времени в европейской культуре, в европейской цивилизации начало появляться представление о том, что все люди равны. Но равны по принципу, но не по факту реальности. Неравенство между людьми было очевидно, и, соответственно, даже в недрах уже потом буржуазного общества действовало, сохраняло свое значение такое понимание права, доставшееся нам от средних веков. Что такое право в средние века?
Вот сегодня, когда мы говорим про правовое государство, про право, равенство всех перед законом и так далее, эта идея была глубоко чужда людям средних веков. Потому что тогда право понималось как привилегия. Ну, например, можно было говорить о праве некоторых феодалов, например, не снимать шляпу перед королем. Вот это право. Или право владеть землей неким феодом. Это право. То есть это не значит, что все могут этим владеть, а право это то, что эксклюзивно, чем эксклюзивно владеют отдельные люди. Поэтому у каждого человека было свое содержательно наполненное право. Один имел это право, другой, соответственно, его не имел. И право это то, что разделяло людей, а не объединяло. Делало неравными, а не равными, как это мы понимаем и трактуем сегодня. Но это бы еще полбеды. Кроме рабов или не совсем полноправных людей, в мире, в обществе существуют такие странные люди, которых мы называем детьми. Вот еще в XIX веке в Китае родители обладали настолько большими правами в отношении детей, что, в общем, могли продать, например, свою дочь в публичный дом, сына продать в рабство. Оно сохранялось в Китае до XIX века. То есть родители обладали полным правом распоряжаться жизнью, судьбами своих детей. Дети были бесправны. Соответственно, вот это вот понимание того, что и дети имеют права, это совсем новая идея. Совсем новая идея. И если эта идея присутствует в сознаниях людей сегодня, то, в общем-то, этих людей и имеет смысл называть современными. Да? Но далеко не у всех, даже сегодня, людей эта идея в сознании есть. Но, тем не менее, ребенок, пусть и неполноправный, как бы, да, даже в сознании абсолютного большинства цивилизованных людей, тем не менее это человек. Человек и одновременно ребенок, дитё. Но сама категория детства как полноправный период или содержательный период в человеческой жизни, это тоже не всегда присутствовало в человеческом сознании, в человеческой культуре. Если мы занялись бы, например, изучением детства или историей детства, то мы бы обнаружили, например, некоторые такие странные вещи. Скажем, рассматривая произведения живописи, мы только с XVIII века находим некоторые элементы, а только в XIX веке это уже становится распространенным в живописи европейской. Изображение детей в детской одежде. Вот, понимаете, какая простая вещь, детская одежда. Но оказывается, детская одежда не существовала до XIX века. Что значит не существовала? Не только от бедности дети донашивали одежду старших, или там для них приспосабливали одежду взрослых. Не было того, что мы называли бы детским фасоном, да? Детским типом одежды. Дети, как только вылезали из пеленок и начинали бегать, одевались как взрослые. Специальной одежды детской, как явления, как там, не знаю, дизайнерского произведения, там, дизайнерского искусства и так далее, просто не существовало. Детей начали одевать отдельно, отличным от взрослых образом, повсеместно, ну или, по крайней мере, как повсеместно, в дворянских, в богатых семьях,
только в XIX веке. Если посмотреть там на реалистические полотна Веласкеса, например, изображавшего инфантов, то есть наследников там, испанского престола, то мы обнаружим, что дети уже с очень маленького возраста одевались так же, как взрослые. На них цепляли все те же погремушки, побрякушки и фасоны, как и для взрослых. Такое явление, как игрушка, тоже очень не сразу проникало в культуру, и веками дети игрались подручными предметами взрослого мира. У них, конечно, была, наверное, и своя фантазия там, или еще что-нибудь такое, но они наделяли фантазией там, не то, что вот мы сегодня имеем, там, Барби, пупсиков, собачек и так далее, а только предметы, которыми взрослые переставали пользоваться и отбрасывали для детских игрушек. Первые собственные игрушки для детей имитировали инструменты или орудия взрослых. Это мог быть, там, например, игрушечный меч, или игрушечный лук, или там, даже деревянный конь. Но это все рассматривалось не игрушки для забавы, а тренировочные предметы для освоения детьми того, что должны делать взрослые. Ну, просто настоящий меч ребенок поднять не мог. Да и даже там, молодые рыцари тренировались для боя, там, отрабатывали приемы фехтования все-таки деревянными мечами, то есть тренировочными какими-то такими предметами, чтобы избежать нечаянного смертоубийства. Так вот, первые игрушки, они тоже рассматривались как безопасные орудия для детей, а не, собственно, как игрушки. Детская игра появилась вот там, где-то в XVIII веке, да, и стала распространенной, стала привлекать внимание взрослых именно как особый род деятельности детей и развития детского только в XIX веке. XIX век – это всего лишь 150-200 лет назад, то есть совсем недавно. До этого времени человек, населявший планету, населявший Европу, которую мы считаем центром цивилизации, был очень не похож на современного человека. И думал иначе, и чувствовал иначе, и переживания были иные, и так далее. Опять же, я сейчас не склонен, или это не входит в мою задачу, рассматривать то, как вообще, через что это появлялось. А здесь можно было бы рассмотреть и историю искусства, и литературы, педагогики и так далее, и так далее. Но мне важно просто подчеркнуть, что человек – это исторически становящееся явление, и нельзя переносить то, что мы понимаем, чувствуем, рефлектируем про себя самих, на людей предшествующих веков. Ну и когда-то, опять же, в XVII веке, Карл Линней, производя классификацию мира животных, растений и минералов, придумал для человека, как биологического существа, название, видовое, родовое название. Он отнес вид человеческий, к которому мы все принадлежим, к виду Homo. Homo – это общее название для ряда приматов. И в этом виде, в роде Homo специфическое, собственно, для нас видовое отличие Линнеем было обозначено как sapiens, Homo sapiens, человек разумный. Человек разумный, как биологическое существо,
предполагалось, что существует вот на протяжении там некоторого количества времени, в зависимости от того, какого взгляда на мир вы придерживаетесь. Если религиозного, то, соответственно, там 5,5, например, тысяч лет назад. Если вы придерживаетесь там естественно-научного взгляда на мир, то тогда от 40 до 200 тысяч лет назад возник вид Homo sapiens, человек разумный. И это предполагает, если мы биологически к этому подходим, берем это все в биологических рамках, что человек был разумен, когда он появился на планете Земля, то есть 200 тысяч лет назад, 40 тысяч лет назад или 5 тысяч лет назад, кому как нравится. Он был тогда разумен, и он сейчас разумен. Но достаточно ли оснований нам считать, что это так? Что разумность, сапиенс, да, это свойство или характеристика некоего биологического вида, присущие ему изначально по природе его. Многие философы, исследователи, культурологи, этнографы в этом очень сомневаются. Ну, например, когда-то в Советском Союзе жил такой молодой, амбициозный и очень наглый психолог Александр Романович Лурия. В 1936 году Лурия заподозрил, что его деятельность добром не кончится. Если он останется в Москве, то по нему ГУЛАГ или там плачет, или расстрел его ждет и так далее. Поэтому он побыстрее постарался унести ноги из Москвы куда-нибудь подальше, куда НКВД и сталинские репрессии не так быстро дотягиваются. Он уехал в длительную экспедицию в Среднюю Азию с попыткой изучать мышление тамошних людей. Ну и вот он описывает, например, такой эпизод. В одном колхозе ему показывают старичка, узбека, который считается у них лучшим хлопководом в этом колхозе, ну и в ближайших окрестностях. Лурия решил с ним поговорить о разведении хлопка и спрашивает: ну вот как у вас хлопок хорошо растет в Узбекистане? Да, нормально, вообще хороший урожай собираем и так далее. А вот скажите, в России там вот севернее хлопок расти будет? Да не знаю, говорит, не был я в России. Ну давайте вот порассуждаем, скажем, за полярным кругом будет расти хлопок? Декханин ему говорит: я не знаю, я не был за полярным кругом. Лурия ему тогда говорит: давай я тебе расскажу. За полярным кругом полгода зима, ну или там солнце светит, а полгода солнце вообще не всходит почти. То есть там световой день может тянуться много месяцев, ну и полярная ночь, соответственно. А сколько нужно хлопку расти от всходов до сбора урожая? Ну, 10 месяцев. Вот, 10 месяцев. А там, говорит, полгода, то есть 6 месяцев вообще солнце не светит, а само лето длится там 1,5 месяца. Будет расти хлопок там? Не знаю, говорит, не был. Понимаешь, какая штука, он говорит. Чтобы рос хлопок у вас в Узбекистане, наверное, нужно тепло. Ну да, говорит Декханин. Нужно, чтобы было тепло постоянно, начиная там с февраля и заканчивая ноябрем. А за полярным кругом, он говорит, морозы 30 градусов, 40 градусов. И стоят они 9 месяцев в году. Собственно, тепло там бывает только 1 месяц в августе. Как ты думаешь, выживет там хлопок? Не знаю, говорит Декханин, не был. Ну, Лурия дальше рассуждает. Он говорит, у этого Декханина нету абстрактного мышления. То есть он не может перенести свойства, условия взращивания хлопка
на какие-то другие условия. Или наоборот, соотнести условия за полярным кругом с условиями там вот в долине Амударьи. Отсутствие абстрактного мышления не дает ему возможность спрогнозировать или там, принять решение относительно того, что не является предметом его непосредственного созерцания. На этом основании Лурия делает вывод, что вот этот Дакханин, ну и подобные ему обитатели этого узбекского колхоза мыслят как-то иначе, чем, например, люди, получившие там начальное и среднее образование в европейской школе. Но Лурия рассуждал натуралистически, то есть он по-прежнему думал, что мышление принадлежит человеку разумному изначально, просто оно может быть разное, например. Специально обученные люди мыслят лучше, необученные мыслят хуже, но тем не менее мышление присуще и тем, и другим. Более радикальные философы и исследователи задались вопросом, задачей, а вот если мы имеем сегодня дело с человеком разумным, то когда разум или мышление появились у человека и стали, скажем, определять его жизнь, социальную активность, деятельность и так далее. И вот один из таких философов, Петров, не очень приветствуемый советской властью, однажды написал такую статейку, ставшую достаточно знаменитой в философских кругах. Она называлась «Пентекантера в первом классе школы европейской мысли». Петров сделал предположение, что мышление, которым он, в общем-то, называл не все, что может человек соображать, думать и так далее, а абстрактное мышление, логическое мышление, возникло у человека, у человечества достаточно поздно, и он стал поднимать какие-то мифы, историю, литературу и так далее с попыткой найти начало того, что мы называем современным логическим абстрактным мышлением. И выдвинул такое предположение, что мышление возникло где-то в осевое время, так называемое. Осевое время – это термин, введенный Карлом Ясперсом. И оно примерно приходится на VI-III век до нашей эры. Это то время, когда возникли основные мировые религии, возникло конфуцианство, буддизм, зороастризм, иудейская религия на уровне пророков иудейских и греческая философия. Вот это время, время, когда мир повернулся вокруг некой оси и стал двигаться к тому, что мы называем современным миром по Ясперсу. Но к этому же примерно времени Петров относит и появление того специфического вида мышления, о котором он пытался рассуждать. Мышление через абстракции или через идеальные объекты. Он, не знаю, был он знаком с трудами Лурия и вот с этим рассказом про Дакханина, но наверняка мог быть знаком с аналогичными описаниями древних или примитивных первобытных народов, которые к этому времени уже были достаточно многочисленными. Петров предполагал, что до поры до времени люди могут оперировать только теми категориями, которые имеют связку. Некое положение дел, восприятие и обобщение этого положения дел. То есть, если я вижу, скажем, плавающее по воде бревно,
я могу заключить, что вот дерево не тонет и может плавать. Если я уронил в воду топор, то, соответственно, я могу предположить, что топор каменный или там, металлический, он в воде не плавает, он тонет. Но зато дерево там горит в костре, а вот топор, побывав в костре, сохраняет все те же свойства, что и до того, то есть он не горит. А вот какие-то такие обобщения можно делать, но только тогда, когда мы непосредственно имеем с этим дело в опыте каком-то. А вот откуда берется, например, представление там, о треугольниках, о там, доказательствах теорем, откуда берутся понятия и категории, как это могло вообще возникнуть? То есть идеи, которые не связаны непосредственно с тем, что мы видим, осязаем, ощущаем и так далее. Мы даже, копаясь в истории, в первоисточниках, в старых текстах, можем предположить, ну или там найти, скажем, какие-то следы того, как это появлялось. Ну, например, геометрия была или началась с Эвклида, представителя некой сократической школы, и там же были введены аксиомы, которые позволяли строить некие идеальные математические объекты. Ну а до Эвклида что? Эвклид — это такой вот самородок, гений, который сам это придумал, и только с него это все началось. Но выясняется, что нет. Был еще Платон, который, в принципе, предложил категорию идей, как того, что является сущностью вещей, но невидимо в вещах. То, что постигается только разумом или доступно тому, что мы бы назвали мышлением или абстрактным мышлением. Но опять же, тогда Платону приписать изобретение вот этого всего, ну тоже вроде бы трудно приписать такие вещи одному человеку. И тогда Петров вспомнил или напоролся на историю о античных греческих пиратах, которые бороздили просторы Эгейского моря и наводили ужас на прибрежные города и прибрежных жителей. Первоначально пиратство, как говорят некоторые греческие источники, возникло на Крите, на острове, которым правила Минойская династия, династия, восходящая к протогреческим источникам. И на Крите долгое время сохранялся тот строй и порядок, который был характерен для древних греков до классического периода, до периода вот демократии, там, греческой философии и так далее. Там была достаточно обычная восточная деспотия царила, но эта деспотия смогла обеспечить процветание жителям острова Крита, тем более, что это остров, внешних врагов не так много, и на Крите случился демографический взрыв, ну или демографический подъем. И тогда цари Крита снаряжали корабли для юношей, которых был переизбыток, и отправляли в Эгейское море добывать себе пропитание, разведывать новые территории, если нужно, осваивать новые земли и так далее. Ну, понятно, что осваивать новые земли достаточно сложно, поэтому большая часть вот этих вот избыточных молодых людей, которых с Крита отправляли, занимались грабежом и разбоем. Они налетали на прибрежные греческие деревушки, города, грабили их и смывались с награбленным, как и нормальные пираты. Все нормальные пираты делают. Но фокус состоит в особого рода тактике этих греческих пиратов.
Скажем, одно дело разграбить деревушку маленькую, где там несколько десятков жителей живет, а другое дело вот на 15-весельном кораблике маленьком, где размещается там, команда, гребцы с капитаном, там еще с кем-нибудь, ну, тоже всего лишь несколько десятков человек, там, скажем, человек 30. И вот эти 30 человек высаживаются не ограбить деревушку, а ограбить город, в котором живет несколько тысяч человек. Несколько тысяч против 30. Ну, казалось бы, силы совершенно не равны. И тем не менее, пиратам удавалось грабить города. Каким образом они этого добивались? Мало того, что они грабили и наносили ущерб городу, так они с награбленным умудрялись вернуться на корабль и скрыться, унести ноги. И вот Петров рассуждает следующим образом. У пиратов Эгейского моря, вот у этих критских разбойников, и начало появляться, собственно, то, что потом мы стали называть абстрактным европейским мышлением. То есть они должны были перед тем, как высадиться в город, составить некий план военной разбойнической операции. Этот план возникает или порождается одним из них, главарем, например, капитаном этого разбойнического судна, потом доводится до всех остальных, и все, высаживаясь на берег, соответственно, подчиняются этому плану, выполняют его и в назначенное время собираются у корабля, чтобы унести ноги. То есть как это выглядит? Давайте перед тем, как нарисовать, я еще как бы дополню. Понимаете, вот казалось бы, очень простая для нас операция, да? Перед началом... Ой-ой-ой-ой! Что-то у нас сегодня... Простейшее событие. Мы планируем некое действие, ну, например, грабеж города. Собираемся, обсуждаем, как мы это будем делать, разбегаемся, выполняем каждый свою работу, собираемся в нужном месте и уносим ноги. Для современного человека такое поведение, такое действие, вот настолько привычно и настолько обычно, что мы даже не отдаем себе отчета в том, что кому-то оно может быть недоступно. Но представьте себе Декханина, про которого я рассказал, да? Которому разбойник, чей капитан, командир, рассказывает план захвата города, которого он не видел. Лурия пытался ему рассказать, что за полярным кругом нету тех условий, которые дают возможность расти хлопку, а тот на это отвечает только одно: я не видел, не знаю, поэтому ничего сказать про это не могу. И теперь вам надо ограбить город, в котором вы никогда не были. Вот современному человеку вообразить, представить себе город по рассказу командира совсем несложно. А Декханину, который не может рассуждать о том, о чем он не видел, это почти недоступно. И если мы вспомним историю греко-персидских войн или войн греков с другими войсками, лидийскими, там, с Крёзом там, или еще с кем-нибудь, с которыми им приходилось воевать в колониях на территории современной Турции в Малой Азии, то там мы постоянно наталкиваемся на следующее, что небольшой отряд греков побеждает многотысячные войска восточных деспотов. За счет чего? Ну, например, за счет чего при марафоне греки могли остановить огромное персидское войско? Или как они побеждали персидский флот там, при Саламине, например, и так далее. И во многих исторических источниках, как это описывают логографы,
или как потом это отец истории Геродот описывал, из них можно восстановить следующую картину. Персидские солдаты не могли воевать, когда командир находится вне поля их непосредственного зрения. То есть они могли выполнять боевые действия, только подчиняясь непосредственному руководящему указанию полководца. Полководец или командир и солдаты, действующие на поле боя, должны были быть постоянно в визуальном контакте. Если их оторвать друг от друга, они становились беззащитными перед гораздо меньшим числом греческих воинов. Греческие же воины могли воевать самостоятельно, выполняя заранее намеченный план. И вот, когда мы понимаем эту разницу в военных действиях, теперь как выглядит, соответственно, вот эта вот ситуация с Пентаконтерой. Но я не буду рисовать 15-весельное судно, некая лодка с веслами, там, с парусами и так далее, на корме или наоборот на носу сидит капитан или главарь разбойников, у которого есть план. План захвата города. Этот план он должен вербализовать и рассказать. Рассказать всем этим людям. Причем рассказать в достаточно абстрактной форме, а не показать. Вон, видишь город? Вот видишь, в нем такая-то дом, там улица, площадь и так далее. Или храм, например. В храме должны быть золотые статуи там, или какие-то предметы, пожертвованные этому храму там, горожанами. Вот их нужно захватить. Показать этого он не может, потому что они плывут, а город где-то там, он не виден. А даже если он виден с берега, то все равно он виден в горизонтальной плоскости, да, а не сверху. Ему нужно словами рассказать, как выглядит этот город, какие в нем там улицы, например, площади и так далее, какие точки необходимо захватить, в какое время нужно оттуда сматываться, чтобы прийти и сесть на корабль. И уплыть. Рассказать все это должен. И он рассказывает, то есть он переписывает со своего сознания, со своего воображения, со своего планирования что-то, рисуя это все словами, вызывая точно такое же ответное воображение, ответное восприятие со стороны всех участников. И теперь у каждого из участников и их сознаний возникает аналог плана, который нарисовал командир, да, и они уже руководствуются в своих индивидуальных действиях этим общим планом. План. Но это план, вот, знаете, карту видели все, да? Карта – это одно дело. Другое дело, например, макет. Вот когда сегодняшние принимаются решения о строительстве там, какого-нибудь торгового центра, развлекательного там, комплекса, аквапарка и так далее, архитектор приносит заказчику или тому, кто принимает решение, некий макет. Макет, который можно посмотреть, потрогать пальчиками, представить себе, как ты идешь там, деревья посадить, да? Можно без макета, но сделать такие трехмерные как бы изображения, да? Для наглядности там, и так далее. Даже сегодня, для того, чтобы представить себе, как будет выглядеть будущий дом, будущая площадь или там какой-то архитектурный комплекс, и то необходимо визуализовать это все. А здесь это все словами рассказывается. Словами, за которыми
непосредственно как бы события, действия, объекты не видны. Поэтому грабят город, который находится где-то там. Реальные пираты, реальные греческие парни, и действуют они там в реальной обстановке. А вот здесь они этот план удерживают как идеальный. Когда за абстрактными словами, за абстрактными понятиями встает некая картинка, соответствующая реальному пространству действий и реальным обстоятельствам этих действий. Соответственно, на эти пентакантеры вербовались обычные парни, обычные хлопцы из страны, где установилась восточная диктатура с рабством, отсутствием детства, про которое я говорил, там, и так далее, да, и не заканчивавшие даже начальные школы. Обычные люди того времени. И им предлагается решать вот такую сложную задачу почти из современности. Почти из современности и очень нетривиальную задачу. Вот я про победы греков над персами рассказал, да? Да давайте вспомним еще про то, чему нас иногда учат в современной школе, что современная математика, в частности геометрия, возникли задолго до греков, ну, например, в Вавилонии там, или у шумеров, или у египтян, которые умели вычислять площади там, треугольных полей там, или еще что-нибудь такое. Да? Но, постоянно рассказывая об этом, нам делают оговорку, что египетская, шумерская или вавилонская математика были наглядными, а не доказательными, не такими, как у Евклида там, и так далее. То есть землемеры, жрецы, песцы, землемеры в Вавилонии обходили поле ножками, да, вымеряли и вычисляли каким-то образом на своих глиняных там, табличках, клинописью, делали какие-то вычисления, соответственно, сравнивали поля и так далее. То есть вавилонские как бы математики много чего умели, да, но у них не было абстрактной математики, идеальной математики, которая на уровне доказательств работает, на уровне аксиоматики, постулатов и так далее, и так далее. То есть даже очень образованные для своего времени вавилонские, там, шумерские или египетские жрецы, которые, собственно, выступали этими геометрами, так называемыми, математиками, да, вряд ли были способны к абстрактному мышлению как таковому. И абстрактное мышление возникает не у жрецов и песцов, да, а возникает вот у этих ребят. И почему оно возникает таким образом? Да потому что те, кто не способен соотнести собственные действия с идеальным планом, нарисованным кем-то, типа командира или пиратского главаря, и тем, что предстоит сделать, пусть и в недалеком будущем, когда они захватят и разграбят этот город, они просто-напросто не смогли возвращаться на свой корабль. И они погибали. Погибали, и в виде естественного отбора выживали только те пираты, которые способны реализовать общий план, да, и способны его себе построить в своем сознании. Но мало того, что они работали со своим сознанием и проявляли такого рода способности, возникла вообще такая вещь, как идеальный план. Идеальный план или план идей. Идей, где хранятся или могут размещаться постулаты и аксиомы Евклида, платоновские идеи, абстрактные понятия греческой философии, которую обсуждали софисты, досократики, потом Сократ и так далее, и оперируя с которыми Аристотель
смог построить аналитику и логику. Вот не знаю, насколько доходчиво мне удалось рассказать эту штуку, да? Но весь этот рассказ и про пиратов, и про шумерских и вавилонских жрецов необходим для того, чтобы показать историческую сущность, то есть генетическое происхождение идеального плана, что это не всегда существовало у людей. И вот через несколько веков такого рода деятельности, когда не только критские пираты захватывали греческие города, но и в греческих городах находились персонажи, которые инструктировали полицию граждан этого полиса, этого города на предмет того, как они будут обороняться от захватчиков, пиратов, от бандитов, ну а потом и от персидских войск. И вот за несколько веков такого рода практики как бы возникает вот эта вот как бы способность работать с идеальным планом. После этого может прийти Платон и рассказать, что мир устроен таким образом. Это Платон. Мир устроен таким образом, что есть мир вещей, которые можно потрогать, пощупать, визуализировать, которыми можно манипулировать, обсуждать и так далее, и мир идей. Идеи – это сущность вещей. Сущность вещей, которая не видна, а которая только восстанавливается умом, разумом там, и так далее. Ну и дальше у Платона там свои тараканы на этот счет пошли, например. Он говорит, что не все способны восстанавливать сущность вещей, что это достояние только философов, аристократов, правителей там, и так далее, а остальные люди этим не владеют. В принципе, Петров вот в такой реконструкции возникновения или генезиса мышления, по большому счету, как бы, что делает с философской точки зрения? То есть он, с одной стороны, легитимизирует мир идей в виде идеального плана, а с другой стороны, подрывает основы аристократизма или элитаризма Платона, приписывая возникновение идеального плана не гением, философам, не правителям, стоящим над там, всеми людьми, да, а простым ребятам с пиратских кораблей. Это они изобрели, придумали, освоили идеальный план, ну а Платон просто поставил печать. Да, это существует. Понятно ли то, что я рассказал? Ну, я старался как можно более просто это рассказать. Да? Сегодняшние люди учатся этому с первых лет жизни, еще до школы. Да, в школе мы осваиваем такие идеальные сущности, как число, например. Да? Но, тем не менее, детские сказки, оперирование детскими игрушками, которых не было в те времена, уже дают нам возможность в первые годы жизни абстрагироваться и играть. Например, представляя себе там, красный фломастер нашими, зеленый немцами, да, и устраивать какие-то такие вещи, почти как пираты на этой Пентаконтере, уже в самом детском возрасте. Мы эти вещи можем делать, не задумываясь о том, что это огромное приобретение человечества, не данное ему изначально.
Если это понятно и вопросов по этому поводу не возникает, тогда я дальше продолжу, но немножко на другую тему. Скажите, пожалуйста, а может этот идеальный план возникнуть в отдельно взятой голове? Вот есть некий гений, у него есть сознание, и вот эманация этого сознания из головы гения, да, становится идеальным планом, который затем транслируется в культуре. Если мы понимаем, если вы поняли, что мне вот таким образом удалось сказать, то вы понимаете, что для того, чтобы возникала такая вещь, как идеальный план, куда мы размещаем идеи, абстракции, понятия, категории и так далее, недоступные тому, чтобы схватить, пощупать и даже увидеть, то в создании этого идеального плана принимает участие много людей. Да, возможно, что эти люди не равны между собой. Ну, например, главарь пиратов может считаться более главным, чем остальные, потому что это он рассказывает им план, а их задача усвоить этот план. Ну вот обратите внимание, представьте себе, что я главарь пиратов, да, и хочу, чтобы мы с вами ограбили, ну, например, Беларусьбанк. Да. Я могу вам рассказать план какой-то. Ну, а вы-то тут при чем? Как бы вы что? Просто как это? Ну вот я могу написать план на бумажке, да? Вы то же самое, что бумажка, на которой я пишу планы. Ваши мозги или сознание ничем от бумаги не отличаются. Вы не участвуете в создании этого плана. Ну, без вас это невозможно, правда? С бумагой я могу так обходиться. Да? То, что у меня в голове, я на бумагу в силу там, таланта, способности могу перенести. Да? Ну, например, что-то нарисовать, если умею. Да? Что-то изобразить словами, если умею и могу. Ну, бумага все стерпит. А вот человек не таков. Да? С человеком надо договариваться. То есть мне надо думать о том, как же вещи, которые я для себя, может быть, не всегда в чистом виде соображаю, да, до вас донести. То есть вы присутствуете у меня хотя бы виртуально, да, в том, что я говорю. Мы без вас, без вашего встречного движения на мое говорение, это невозможно. То есть нужно признать, что создателями идеального плана являются все вместе. Да? Хорошо. А как быть с Платоном, который придумал и описал мир идей? Ну, сегодня я говорю в более техничном языке про это, как про идеальный план. Да? Вот он это придумал, да, и, в общем-то, мыслил себя как монопольного хозяина, монопольного автора этого. При том, что он лукавил. Лукавил почему? Потому что если мы возьмем труды Платона, посмотрим, как они построены. Кто-нибудь читал Платона вообще? В оригинале? Да? Ну ладно, в переводе. Да? Читали. Как выглядят труды Платона? Почти все труды Платона – это диалоги. Да? Ну, кроме, например, апологии Сократа, там еще что-нибудь такое и так далее, да, где, в общем, повествование. Почему? Случайно ли то, что Платон описывал свои находки, свои изобретения, свои, придумки, да, выдумки в виде диалогов, при этом вкладывал свои находки, изобретения и открытия в уста одного из героев своих сочинений, то бишь Сократа. Да?
И мы до сих пор в этом смысле не можем различить, а что из того, что Платон описывал, придумал Сократ, а что сам Платон вложил в уста Сократа. При этом мы не можем сказать заранее, а знал ли Сократ все то, что потом Платон ему приписал. Потому что про Сократа мы знаем еще из нескольких источников, ну, например, из трудов Ксенофонта, который тоже описывал свое знакомство и учение у Сократа, но, в общем-то, не так талантливо, не так интересно и, в общем, не так. Потом уже люди, не знавшие Сократа, много про него рассказывали. Можно прочитать у Сократа, например, у Диогена Лаэрция, да, одного из первых историков философии. Но то, что вы там прочитаете, в общем, очень далеко от того, что мы потом про Сократа изучаем уже в истории философии и так далее. Потому что это пересказ пересказов там, и так далее, через 3 или 4 века после того, как Сократ жил. Мы про Сократа знаем еще из каких-то источников. Ну, например, из пьесы Аристофана «Облака». Мы знаем по историческим документам о суде над Сократом там, и так далее. Да? То есть что-то мы про Сократа знаем. И вот помня о том, что Платон должен был рассказать про свою концепцию мира, про удвоение этого мира, вложив это все в уста Сократа, и тем более иллюстрируя это разными диалогами, то для того, чтобы это иллюстрировать, Платону нужны были именно диалоги, то есть соучастие двоих в развертывании и построении вот этого. Потом очень многие философы, когда им нужно было изложить нечто очень новое, нечто очень революционное, оригинальное, тоже прибегали к этому жанру, да, литературных диалогов. Но сейчас нас интересует другая штука. Итак, если в становлении, в появлении европейского мышления принимали участие достаточно безграмотные люди, прагматика которых заключалась не в том, чтобы создавать философские концепции, там, порождать европейскую цивилизацию. Прагматика их была очень простой – грабить. Вот если они все участвовали в создании такой штуки, как идеальный план, знаете, мы, по крайней мере, можем гипотезу выдвинуть, что для создания такого рода вещей, наполнения идеального плана, нужен не один человек, а как минимум несколько. Несколько, причем не в отношениях, ну, скажем, просто автора и приемника, да, там, творца и того, кто это воспринимает, но почти равное соучастие в создании вот этого идеального плана. И для того, чтобы это проиллюстрировать, я немножко расскажу, ну или произведу такую псевдогенетическую реконструкцию того, как развивалась, разворачивалась жизнь и деятельность участников создания той философии или того европейского мышления, которых мы знаем по именам из Древней Греции. А именно Сократ, его последователь и перевиратель Платон, ученик Платона Аристотель, который тоже, в общем, как по выражению самого Платона, вел себя как молодой осел, пинающий своего хозяина и учителя. Да? Ну и этот афоризм знаменитый самого Аристотеля про Платона, да, что Платону не друг, но истина дороже. Да? То есть они, кроме того, что представляли собой такую цепочку, Сократ, Платон, Аристотель, они еще, в общем, и оспаривали друг друга. То есть они были друг для друга
теми собеседниками, в спорах с которым оттачивались и появлялись какие-то их изобретения. Платон оспаривал вот этот идеализм или дуальный мир Платона в своей метафизике. Платон, вот непонятно, что делал с Сократом, то ли он пытался присвоить себе социальный капитал и авторитет Сократа, чтобы укрепить свои идеи, то ли просто вкладывал в уста Сократа какие-то свои идеи, чтобы их тиражировать, или же вместе с Сократом, стоя на одной позиции, оспаривал представления современных ему софистов. Вот это вот тройка, но по отношению к этой тройке всякий раз приходится говорить о том, что, понимаете, очень трудно представить себе историю без предыстории или начало без того, что было условием для этого начала. И вот когда я рассказываю про сейчас 3 философов, именами которых маркируется, в общем, как бы самый золотой героический период возникновения европейской философии — Сократ, Платон и Аристотель, я должен подумать немного о том, были ли у Сократа предшественники. Может быть, кто-то Сократу дал возможность дальше делать то, что Сократ там делал. И история, писанная история сохраняет для нас очень много имен тех людей, которые Сократу предшествовали. Это и, например, великие драматурги Древней Греции, поздние из которых были современниками Сократа. Но Эсхил жил задолго до Сократа, во времена греко-персидских войн, которых Сократ не застал. Затем Софокл, который был отчасти современником и Эсхила, и потом Эврипида. Жизнь Софокла и Эврипида примерно приходится на одно время, но тем не менее Эврипид был старшим современником Сократа. Сократ уже застал Эврипида классиком. И, собственно, уже последующие не очень популярные имена греческих драматургов уже как бы вот то, что после сократической философии возникало. Но именно драматурги греческие изобрели, или сделали доступной для греков такую штуку, как диалог, сценический диалог, а потом и полилог. Без этих драматургов вряд ли Платон мог бы написать сократическую свою вот эту философию в виде диалогов. Диалог родился как жанр литературный, художественный, родился в театре. Это были предшественники Сократа, и я сейчас не очень буду на этом концентрировать внимание, но я сказал бы так: без греческого театра не было бы никакой философии Сократа. Так же, как без критских пиратов. Дальше. А что сам Сократ... и были философы. Кроме драматургов были философы. Мы знаем, например, из досократической философии, из досократиков, тоже такую триаду ионийской, или ее называют почему-то ионийской, хотя там, в отличие от италийской философии, да, была пифагорейская школа, италийская, и была ионийская философия, это Фалес, Анаксимандр, Анаксимен, то есть 3 гиганта досократической философии. Можно ли их рассматривать в качестве предшественников Сократа? Скорее всего, нет. По свидетельству самого Сократа, или героя платоновских диалогов, Сократ не был физиком.
И то, что делали до него вот эти вот милецкие философы, Фалес, Анаксимандр, Анаксимен, его очень мало волновало, и он не придавал этому какого-то большого значения. Были софисты, Протагор в частности, там, еще кто-нибудь и так далее. Но вот то, что нам известно как бы из уст самого Сократа, это очень внимательное отношение Сократа, ну, почти зацикленность, центрированность Сократа на фигуре его старшего современника, который, ну, никоим образом философом не является. Это Перикл. Перикл, который был 14 лет, ну, фактически главой афинской демократии, с которым связан огромный подъем Афин, превращение Афин в главный город Древней Греции. Ну, правда, с последними годами Перикла связано и поражение Афин в этих самых Пелопоннесских войнах. Собственно, Периклу приписывается первое оформление идеи демократии. Он произносит это в речи, надгробной речи над воинами афинскими, которые погибли в битве со спартанцами. Рассказывая о том, какие отличия существуют между Афинами и Спартой и в чем преимущество Афин перед Спартой. Ну и, собственно, вот эта речь, переданная впоследствии Фукидидом, врагом демократии, кстати, поэтому ему можно верить, она и стала, собственно, манифестом демократии. Но, тем не менее, Перикл не был философом, он был правителем. Правителем, который воспринимался самим Сократом как идеал правителя. Идеал не в плане абстракции, да, а вот живое воплощение того, каким должен быть правитель. И Сократ задал себе вопрос. Спрашивается, а вот если бы мы хотели повторить Перикла, потому что после отхода Перикла, он, кстати, ушел демократическим образом, да, его не избрали, ушел с постов своих, еще несколько лет жил частной жизнью перед тем, как умереть. Да? И после Перикла уже современные Сократу правители близко к Периклу не стояли. И тогда Сократ, будучи большим патриотом Афин и большим сторонником демократии, в отличие от его последователя Платона, очень был озабочен, а каким же образом повторить в Афинах, ну, как бы вот такое правление, золотой век Перикла. И он стал думать про то, а что же есть такое у Перикла, чего нет у других правителей. И он рассуждал примерно таким образом. У Перикла есть арете. Арете, то есть доблесть. Доблесть, особого рода доблесть правителя, которая и позволяет ему быть справедливым, могущественным и в то же время демократичным правителем свободного города. И вот он, Сократ, стал искать это арете. О поисках я расскажу чуть позже, но важно следующее. В своих поисках Сократ что-то придумал. Сократ что-то придумал, но как проверить эти придумки? Вот правильно он придумал про Перикла? Действительно он понял суть арете или доблести, да, которой должен быть наделен правитель? Или это пустые фантазии? Для того, чтобы это проверить, Сократу нужно было выбрать нечто похожее, потенциального правителя, и попытаться его воспитать. Понятная идея, да? То есть, если я знаю, что должно быть у выдающегося правителя демократического полиса, я это списал с живого
воплощение этого, да, абстрагировал, теперь как бы описал это в идеальном плане, теперь я постараюсь посадить, передать, воспитать у другого вот это. И Сократ начинает работу с одним из отпрысков афинских аристократов, неким Алкивиадом, молодым человеком, у которого есть все шансы попасть в правители Афин. Взрослых людей Сократ не цепляет, ну, потому что они все плохие. Крион, там, вот эти вот там, 30 тиранов, там, еще кто-нибудь, там, дядя Платона, ну, все они, в общем, не подходят, и невооруженным взглядом видно, что той доблести, арете, Перикла в них и близко не стояло. И занимаясь воспитанием Алкивиада, Сократ терпит крах, поражение. Терпит поражение, ничего у него не получается. Но, тем не менее, в работе с идеальным планом, да, представление об апарите, о доблести, целях, намерениях, ценностях правителя, он все это передает Платону, другому, да? Платону, который приходит после Сократа, и Платону тоже хочется поучаствовать в обустройстве мира, учтя ошибки Сократа с Алкивиадом. Ему нужен другой материал, другой персонаж, чтобы воплотить уже то, что он сам, Платон, себе на этот счет попридумывал. Платон отверг демократические установки Сократа. Он был сторонником как раз не демократии, даже перикловского образца, а аристократии. Хуже того, он придумывает, ну и вы все знаете, наверное, да, эту антиутопию, ну или утопию Платона, связанную с Атлантидой, где Платон пытается вернуть в современное ему общество золотой век в представлении, очень архаичном представлении индоевропейских народов, как трехслойное кастовое общество, где есть правители, да, брахманы, мудрецы там и так далее, есть воины, кшатрии, и есть вайшьи, то есть весь остальной мир, ну, а рабы туда не входят. Да? И вот трехслойное такое общество, в котором брахманам, мудрецам, философам подчиняются воины, кшатрии, ну а, соответственно, кшатрии берут на себя защиту вайшьев, которые платят им, соответственно, дань и на них работают. Как бы, да? Все очень просто, так живет Индия, так жили предшественники греческих полисов в самой Греции и так далее. Ну и дальше, он говорит, надо найти аристократа, передать ему правильное представление о правлении, да, как бы, и, соответственно, построить на месте распустившихся греческих демократий нормальное, древнее государство, подобное на Золотой век. И Платон уже находит в себе несколько персонажей, которым это пытается передать. С одной стороны, он сначала сделал ставку на сиракузского тирана Дионисия. Когда Дионисий продал его в рабство, тот еле-еле избежал смерти, он попытался работать с его сыном, Дионисием-младшим. Ну и в процессе как бы практического воплощения своих идеалов утопических Платон передает содержание своих представлений политических или политологических и философских своих ученикам. И, если я не ошибаюсь, то где-то около десятка, человек 8-9 человек из учеников Платона постарались стать диктаторами, ну или тиранами
правителями в некоторых греческих колониях там по всему Средиземному морю. То есть попытки политического участия у Платона приобрели такой достаточно масштабный характер. Ну и злой, ироничный, въедливый ученик Платона смотрит на эти все потуги, насмехается над этим, говорит, что раз уж я учился у Платона, то он мне, конечно, друг, но истина лежит совсем не в этих вещах, да? Все должно быть по-другому. И вот этот вот Аристотель оказывается, с одной стороны, противником демократии в представлениях Сократа, ну, потому что Платон ему объяснил все эти пороки, да, и Аристотель называет этот строй или этот уклад даже не демократией, а ахлократией, говоря о том, что демократия обязательно вырождается или в тиранию, или в вот, власть толпы, ахлократию. Да? С другой стороны, он принимает отчасти аристократические замашки Платона и говорит, что монархия, в общем-то, обладает целым рядом преимуществ по сравнению с другими формами мироустройства или политического устройства, но к ней надо относиться осторожненько и, в общем, как-то аккуратно. Поэтому, будучи, скажем так, как это называется, оппозиционером сложившемуся в Афинах государственному устройству, тем более, что Афины со своими имперскими потугами подчинить себе всю Грецию потерпели поражение, и там начались всякие процессы брожения, да, и будучи противником ахлократии, как он это понимал, он оказался в конфликте с афинским обществом и, будучи, в общем-то, не гражданином Афин, подвергся остракизму и вынужден был из Афин бежать. Ну и куда он убежал? Он убежал в северную страну, близкую к его родине. Он происходил из фракийского города Стагиры сам. И пишет для монарха этой северной страны книжку, поэму с названием того, что так беспокоило Сократа. Поэма под названием «Арете». И единственным читателем, ну или, так скажем, адресатом, кому он адресовал свою поэму, является Александр Македонский. Ну, Александр Македонский покруче, наверное, Перикла будет, да, если вы понимаете. Как бы. В этом смысле можно считать, что деятельность Аристотеля, продолжавшего попытки повлиять философам на мир, как бы, да, увенчались в некотором смысле успехом. И Александр, воспитанный им, ну, как воспитанный, не воспитанный, на самом деле, а наученный, да, потому что воспитывался Александр матерью своей, ну и обычными, как бы, процедурами отпрыска царского рода, с обычным, опять же, для царских фамилий, конфликтом со своим отцом Филиппом. И, в общем, в этом смысле он стал достаточно таким, ну, как бандитским отпрыском царской семьи с большими амбициями, претензиями и так далее. Но мало ли у царей потомков хануриков, которые имеют непомерные амбиции и готовы, в общем-то, бороться с собственными отцами, братьями, там, родственниками за власть. По всем как бы, традициям Александр Македонский должен был быть таким же вот борцом за власть в той самой, как она называлась, столица-то? Пела, в Пеле, да, в Македонии. И ничем бы в этом смысле не отличался, если бы не все те представления о арете, доблести, должном и притязаниях, которые уже не в воспитании
получены были Александром, а в обучении, да, вот, в философской интоксикации. И смотрите, какая штука получается. У каждого из трех мною названных философов был свой визави. Да? Был персонаж, с которым у философа шел практический диалог, практически связанный с наиболее острыми, актуальными общественно-политическими проблемами своего времени. Для Сократа Алкивиад, для Платона Дионисий и прочие его неудавшиеся тираны, для Аристотеля Александр. Но тогда резонно спросить, а был ли у Перикла свой философ? Да. Из того, что мы знаем про Перикла, у Перикла был так называемый круг друзей. Круг друзей, с которыми Перикл обсуждал внешнеполитические проблемы, военные стратегии, строительство Парфенона, создание общегреческой кассы в Парфеноне как прото-всемирного банка, как бы, да, ну что-то такого. То есть финансы, политика, архитектура, управление коммунальным хозяйством, ну, все, что нужно, искусство и так далее. В этот кружок входили упомянутый драматург Эврипид, входил туда знаменитый скульптор Фидий, Прокситель, создатель Парфенона, как его звали? Иван. Ну, в общем, архитектор. Да, архитектор всего этого хозяйства. И туда же входил странный человек по имени Анаксагор. Анаксагор тоже философ. Он происходил из одного очень забавного греческого города и колонии Клазамен. Поселился, соответственно, в центре тогдашней Экумены в Афинах. Был философом, не оставившим после себя школы, но, тем не менее, оказавшим большое влияние на Сократа. Какое влияние он оказал на самого Перикла, история умалчивает, потому что история говорит о том кружке друзей, которые были у Перикла, и с которыми как бы все это в диалогах, в общении там обсуждалось, замысливалось, планировалось и строилось. Да? Но Анаксагор, с одной стороны, получал определенные задачи от Перикла для разработки каких-то тем, вопросов и так далее. С другой стороны, сам ему чего-то там подсказывал. И в этом смысле между Анаксагором и Периклом существовала некая связь. Связь, которая была важна точно так же и для Сократа. Сократ, имея Перикла как визави, другого, иного, для себя, тем не менее, питался, подпитывался идеями Анаксагора и тем видением мира, который Анаксагор в своей философии строил, и которые так или иначе повлияли на Сократа, в отличие от там, софистов, с которыми он спорил. Да? И таким образом мы прослеживаем определенного рода преемственность. Преемственность линий философов и полное отсутствие какой бы то ни было преемственности между теми, с кем эти философы разговаривают. Но вот эти две половинки, половинка, одна из которых, а вторая
назовем это практиками. Людьми, которые призваны были находиться на прагматическом каком-то месте, способными воплощать, реализовывать в мире, и вот тут аккуратно, да, не идеи философов, как таковые, а то, что появляется в идеальном плане в коммуникации или взаимодействии посредством этого идеального плана у философов и практиков, политиков. И тогда идеальный план становится той необходимой частью, которая связывает, с одной стороны, практические проблемы, действия, потребности, нужды, воплощенные в позиции политика, правителя, практика, идеализированные выносятся в идеальный план, становятся предметом обсуждения, критики, сомнения, конструирования философами, возвращаются в идеальный план, из которых практики черпают подсказки для собственных действий, стратегии, планы и так далее. И тогда мышление, и тут нужно сказать про Анаксагора. Про Анаксагора, которому от Сократа досталась идея первоосновы мира, который он называл nous, или ум, и логос. Да? То есть все то, что относится к области мышления. Собственно, началом мира, началом того, что существует, Анаксагор полагал вот этот самый пресловутый nous. Дальше это развитие как такового не получило, и у Платона было оформлено как мир идей. Ну и, соответственно, это задало начало, основание того, что мы называем мышлением. Так что такое мышление? А мышление — это вот это. Вот я нарисовал то, что мы называем мышлением. Это не способность таланта Анаксагора, Сократа, Платона и так далее. Это не способность Перикла, Алкивиада или Александра покорять другие народы и осваивать ойкумену. Это вот странное, очень напряженное взаимодействие между практиками и связующими практиков с идеальным планом активностью, деятельностью философов. Таким образом, мышление не принадлежит ни одному из этих персонажей. Мышление задается и разворачивается на преемственности, разворачивании, трансляции мысли и постоянной обратной связи. Мысли разворачиваем философом посредством идеального плана с самыми актуальными, насущными, злободневными проблемами практики. Ну, как бы я не хотел еще топтаться, да, иллюстрировать этот тезис, эту схему, но я вынужден остановиться в силу наличного времени. Так, на этом я пока останавливаюсь. Я вам рассказал про то, что я называю мышлением. Со следующей нашей встречи словом мышлением мы будем называть вот подобное этому, а не что-то другое. Ни в коем случае не способность нашего мозга, не те химико-электрические процессы, которые там текут, не скачка идей и поток сознания, который мы можем называть думанием, но не имеющим прямого отношения к мышлению, никакую другую дурь мышлением мы называть не будем, а только вот это. Ну и в следующий раз попробуем уже установить, какое же отношение между вот этим и индивидуальностью, о которой я говорил в первой лекции. Вопросы, реплики,
замечания, возражения, критика? Что такое? Времена настали. Иван, что-то есть? А намерение грабить поселение, оно тоже в идеальном плане возникает? Намерение возникает из прагматики. Прагматика, она не в идеальном плане. Сама прагматика не в идеальном плане, хотя она может быть идеализирована. Ну вот про процедуры и техники мышления, да? Ну как то? Абстрагирование, идеализация, субстантивация, овеществление, предметизация. Это вот все техники мышления. Это то, что задается вот на этой всей структуре большой. Да? Но если как бы для простоты мы будем всегда рассматривать вот эту верхнюю часть. Да? То есть два участника как минимально достаточные для разворачивания. Потому что мы можем сказать, что после греческих пиратов, греко-персидских войн и так далее, уже Анаксагор и Перикл могут быть как бы достаточной единицей для рассмотрения, разворачивания мышления, ну и как во все остальные последующие эпохи тоже. Поэтому мы не можем игнорировать прагматику, ну то есть такие вещи, как желание ограбить. Да? Хотя на самом деле горячего желания грабить у этих пиратов не было. У них было желание выжить. Простое, человеческое, примитивное желание. Чтобы выжить на кораблях, выброшенных родительской нацией, там, я не знаю, племенем критян в Божий свет, надо было чем-то заняться. Когда они научились выживать, ну как, изымая излишки, а то и не излишки, а самое необходимое у бедных аборигенов, ну, они начали думать о чем-то высоком. Ну, например, о доблести пиратской. Ну и так далее. Хорошо, а как-то подводя итог, можно получить определение, ваше определение мышления? Мышление это... Нельзя. Вот смотрите, современное мышление, а вы помните, что такое современное, да? Историческое. Да? То, что присуще не всем ханурикам, населяющим, сколько там сейчас, 8 миллиардов, да, человечества, ну, современным людям, находящимся, ну, в общем, как это, на гребне цивилизационного развития. Да? Им надо знать, что определение – это не модно. Это не современно. Это вообще отсталая архаика. Определение – это гробики для мысли, как говорили в нашем кружке когда-то, в 70-е, 80-е годы. Да? Определения годятся для словарей и для учебников школьных, ну или вузовских, которые отбивают возможность мыслить у учеников. Мыслить надо схемами и категориями. Категории задаются сложным образом, системно. И вот такие вещи, как мышление, там, не знаю, демократия, что там еще бывает, ну, все что угодно, да, из современного. Инновационная экономика, там, не знаю, правовое государство, счастье, человечество и так далее. Все эти штуки надо задавать на схемах. И они живут как системы, да, на схемах из многих элементов. А определение еще со времен Аристотеля, который тоже даже понимал, что определение не для того, чтобы мыслить, а для того, чтобы зафиксировать и похоронить. Они связывают только родовидовые отношения. Из всех многообразных отношений определения, да, связывают только род и вид. Или genus proprium и differentia specifica. Аристотель. Но родовидовые отношения не исчерпывают этих вещей. Мы можем отнести людей из этого столбика схемы, да, каждый со своими видовыми отличиями, к общему роду, философы. Людей из этого столбика к общему роду политики или практики. Да? Но это будет очень сильное упрощение и редукция. Современное мышление
такой фигней не пользуется. Поэтому больше вы меня про определение не спрашиваете, ладно? Это ко всем относится. Хотите определение, лезьте в Википедию, она вам обязательно что-нибудь соврет. Владимир, вы хотите поспорить? Нет, уже нет, у меня времени нет. Ну ладно. Но вы же хотите? Да. Поспорим в другой раз. Нет, почему же? Можем начать. Ну, я в целом согласен. Сейчас Лев Владимирович скажет, в чем я не прав. Нет, я в целом согласен с вашими положениями, значит, очень интересная лекция и так далее. Но мне кажется, что все эти Петровы, жившие в сталинский период, у них- Да нет, уже в у после них сталинских. от этих репрессий и советского образа жизни немножко поехала крыша. И в результате они вообразили, что составление планов и абстрактное мышление оказалось только у греков. То есть брало начало только у греков. На самом деле планы составляли уже охотники на мамонтов, которые при охоте на таких огромных животных, они делали ловушки, они изобрели загонную охоту и так далее. А почему? Потому что значит, способность к абстрактному мышлению возникает у людей современного типа уже в период выработки языка, языковых конструкций. Для того, чтобы создать какие-то слова, и за ними стоят какие-то понятия, необходимо абстрагироваться. Создать знаки, необходимо абстрагироваться от всех других значений. Надо, значит, изобрести орудийную функцию оперирования этими знаками и так далее и тому подобное. Что вы скажете на это? Ну, я много чего могу сказать на это. Я даже говорю, вот сейчас уже практически готов, только там надо некоторые детали оформить, да, мой дистантный курс по пропедевтике системного подхода, где я начинаю как раз вот с языка. Да? Но, понимаете, то, что вы рассказываете, оно генетически неверно. Потому что, когда язык возник у человека, он возник для других практических нужд. Да? И в этом смысле, восстанавливая генезис языка, тут можно спорить как раз. Тут еще есть о чем спорить, да? Но думаю, что мы должны отказаться от наивной идеи, что первичными в языке являются имена существительные. Да? Первичными в языке являются сигналы, еще без расчленения на части речи, побуждающие человека к действию, привлекающие внимание. То есть язык строится на глагольной основе. Ну, пускай, все равно название, должно было быть название какого-то действия, абстрагированное от всех остальных действий. Ну, конечно, ну, конечно. Но речь ведь идет о следующем. Что вы понимаете, например, что, скажем, два слова, скажем, стол, мамонт, и, скажем, такие вещи, как баба, яга. Или, например, демократия. Ну, они немножко отличаются, да? Вот, например, я могу дать определение столу разной степени абстракции. Но самое простое и точное — это будет указание пальцем, да? Вот стол. Вот теперь смотрите. Это плоскость. Горизонтальная некой другой плоскости, параллельно. Другой горизонтальной плоскости и отличная от нее по вертикальному направлению. Это стол. Но это не горизонтальная плоскость на четырех ножках. Потому что ножки не являются субстанцией стола. Да?
Субстанцией стола является горизонтальная поверхность, поднятая над другой горизонтальной поверхностью, которую мы считаем полом. Вот это субстанция стола. Соответственно, стол может быть без ножек вообще. Ну, например, вмонтированный в стену, закрепленный. Да? Может быть на одной ножке, на 3, на 8. А может вообще быть просто монолитом. Ну, например, как пень в качестве стола используемый. Да? Ну и так далее. Субстанции с тех слов, которые обозначают вещи, на которые можно показать пальцем, да? Померить, пощупать и так далее, они допускают к себе и определение. Вот эти штуки, Баба-Яга и демократия, другой природы вещи. На них пальцем показать нельзя. Как еще на тысячи вещей. Ну, например, на красоту. Мы знаем, что такое красота. Но пальцем ее показать нельзя, потому что пальцем мы можем показать на красивую статую, на красивую улицу, на красивую игрушку, на красивую девушку. Да? Но ничего из этого, на что мы показываем пальцем, красотой не будет. Это чистая субстанция. Соответственно, схоласты долгое время припирались вообще на предмет того, существуют ли они как таковые. И в чем? Но мне плевать, существуют они или нет. Это хай волнует схоластов. Я знаю, что мне с этим дело иметь надо. Понимаете? Мне со всем этим надо иметь дело. Например, мне нужна Баба-Яга, чтобы ребенка напугать. Иначе он не слушается. Мне нужна демократия, чтобы Лукашенко запугать. Иначе он, хрен знает, что творит. Мне нужна красота, чтобы нормально жить. Понимаете, но пальцем я на это ничего сказать не могу. А девушка требует от меня определений. Как я могу определить красоту? Я могу только долго-долго с ней поедать пуд соли, пока она не проникнется. Да? Или я могу нарисовать некую схему. Схему сложную. Да? Обозвать ее идеальным планом и вступить в определенного рода строгую коммуникацию по поводу того, что лежит в идеальном плане. Так вот, ничего этого у этих самых троглодитов, охотящихся на мамонта, не было. Но они пытались. И надо отдать должное. Они пытались. Они, например, изобрели такую штуку, как знак Семема. Да? На стенах своих пещер они рисовали наскальные изображения. Это был охренительный шаг человечества вперед. Да? Знаки они изобрели. И думаю, что они изобрели визуальные знаки на стенах пещер раньше, чем имена существительные. Но это мои домыслы на самом деле. Да? Я никогда не скажу, что я точно знаю, как оно было на самом деле. Но вы ведь тоже не скажете этого. Нет. Поэтому мы занимаемся с вами псевдогенетическими реконструкциями. Но известно, что люди современного типа из отсталых племен сегодня, когда их колонизаторы брали, скажем, в белые школы, они мгновенно осваивали сложные абстрактные конструкции. Разве это не доказательство того, что человек современного типа... Нет, это опровержение того, что человек современного типа похож на тех троглодитов. Это говорит только о том, что современный человек порождение не природы и биологической эволюции, а есть произведение культуры. Конечно. Ну и все. Конечно. А то, что человека современного можно сделать из там, людоеда племени Намнем, если вовремя его поместить в школу, да, материал подходящий. Вот из него и лепят современных людей. Хорошо. Это культура, а не природа. Конечно. Вот и все. Конечно. Ну вот это говорили. Разве древние люди не обладали своей собственной культурой? Своей, но другой. Другой. Вот китайцы до сих пор не могут мыслить вне европейской культуры. Несмотря на свою многотысячелетнюю цивилизацию. Но с Кривицким мы будем спорить еще долго. Всю жизнь. Да. Еще вопросы, реплики и замечания? Нету? Спасибо за... А, что-то есть? Сейчас. Ну, у меня было, Владимир Владимирович, это
таблица ідеального плану. Гэта ваші домыслы? Ваше меркаванне за свое жыццё, яке вы прайшлі, прачыталі філосафаў, зразумелі. Ці згодны і ці згодныя нейкія іншыя філосафы ёсць, якія таксама згодныя з вашим понятием мысления. Вот. Это ваше понятие мысления, якого мы будем далей приймати на досвід і ввогуле прийматися тільки для этого, а не что и все інше. Скажите, пожалуйста, а скольких философов вы знаете в Беларуси? Кроме Сподара Льва, Крейского, вас. Да нет, какой он философ? Знаете, Но он так продавляется. философом, вот кучу людей мы знаем, да, с дипломами, в которых написано там, философ-преподаватель, например, или просто там философ, да, если это диплом, например, кандидата или там доктора наук, да, философских. Но понимаете, быть доктором философских наук не значит быть философом. Это всего лишь акциденция, да, а в чем субстанция состоит? Вот говорят, Кант это философ, да, ну или Маркс экономист, а в Беларуси полно старших экономистов. Они сопоставимы с Марксом? Но экономика загнивается, тому нет. Не поэтому. Не поэтому. Так вот, философом становится, я вам один умную вещь скажу, и вы это постарайтесь запомнить, да? Философом становится человек, выучивший наизусть 11 тезисов Маркса о Фейербахе. И главное, последний тезис, который звучит следующим образом. Все предшествующие философы, включая Льва Владимировича Кривицкого, ошибались. Да? Я один. Ведаю правду. Да. Вот с этого начинается любой философ. Да? Когда Сократ говорит, Анаксагор, ты крутой парень, ты дружил с Периклом, но не смог же вообще передать то, что было у Перикла, кому-нибудь другому. Даже я с тобой не разобрался, что нужно передать Алкивиаду. Да? Поэтому я займусь этим сам. Кто мог быть согласен с Сократом? Да никто, поэтому его и отравили. Всякий философ заслуживает того, чтобы его отравили. Именно потому, что с ним никто не согласен. Никто. А как только вы хотите социономного демократического голосования за то, что вот эта схема верна, да, ну то фиг получите. Точно так же, как, смотрите, Кривицкий не согласен с Петровым и считает его сталинским ренегатом. Хотя это неправда совсем, как бы, но это биография уже, как бы, да, но, вот, а Петров, в общем, по-другому считал. Теперь, я пересказываю чуть-чуть Петрова, но это не значит, что я с ним согласен, я вам рассказал из Петрова кое-что, да, кое-что, но упомянул только слегка про греческий театр. Вот если бы я специально остановился на этом, греческий театр и его роль в становлении европейского мышления, это была бы другая лекция, но и другой курс. Пока это в мою задачу не входило. Мне важно показать системную основу для задания понятия мышления. Я рассказывал про греков в жанре псевдогенетической реконструкции. Вот есть историческое исследование. Историки, как правило, ни хрена не понимают. Но зато точно знают, в каком документе, да, чего написано, в каких там археологических развалах, чего найдено там и так далее. Да? Я не занимаюсь историей, даже историей философии. Я вам рассказываю псевдогенетическую реконструкцию. Псевдо в данном случае не является ругательством. Это означает, что я пытаюсь, как Платон, там еще кто-то, да, восстановить существо дела за или поверх известных фактов. В фактах я не вру, но я их интерпретирую. Интерпретирую так, как до меня никто не интерпретировал. Поэтому я философ, и все остальные кандидаты. Вы восстановили эволюционный